Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Сегодня в Якутске завершает свою работу международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. В течение 3 дней экспертный совет научной общественности, представителей правительства страны и нашего региона обсудили вопросы изменения климата и влияния этих явлений на наше общее будущее. Среди гостей конференции есть и представители других стран, журналисты. И сегодня у нас в гостях наши коллеги из Греции. Это представитель телекомпании «Мега» Димитрис Ляцис, а также корреспондент телекомпании Open TV Афанасий Евгеринос. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что ж, предлагаю начать с конференции, да, с того повода, по которому вы приехали. Значит, я знаю, что вы не в первый раз в Якутии, вы, наверное, в первый раз в Якутии. Я первый раз, да. Вот насколько... Давайте тогда с вас начнем. Какие первые впечатления? Впечатления очень яркие. И то, что касается конференции, но и, конечно, то, что касается увиденного в течение этих 2 дней. Я могу сказать, что то, что происходит тут, и то, что мы услышали разных ученых, которые говорили о вечной мерзлоте, о том, что происходит, о каких процессах происходит, это немножко развеяло те теории и, может быть, мифы, которые на Западе говорят, что идет потепление климата вообще-то, и это очень опасно, очень строго, очень сложно, очень... Вот давайте умереть будем все. А тут ученые, и тем более то, что мы видели сегодня, то, что в самой Якутии в последние несколько лет, как нам говорит глава республики, что температура снизилась 2,5-3 градуса в последние годы, это доказывает обратное. Проблемы с экологией всегда есть, и они есть. Но это не из-за какое-то вот это мировое потепление, как я понял, по крайней мере, вот слушая многих тут ученых. А второй для меня, как первый раз побывать в этих краях, в этих огромных краях, ну и то, что вот это, что Якутия по территории, это как Индия, не просто впечатляет, а вот ребята из Индии, которые с нами вот приехали сюда, они как-то с удивлением смотрели и не могли понять, что это такое. И третье для меня впечатление, что я понял из всех разговоров и ученых, и неученых, и политиков, и всего, что Якутия является одним из основных постулатов укрепления Российской Федерации. Как бы это ни звучало немножко странно, но это так, потому что действительно тут есть начало много чего, и кроме всего прочего, и таблицы Менделеева, как мы любим говорить. Так что и Якутия, и особенно то, что есть под землей, этой огромной территории, действительно дает повод для того, чтобы удивиться любому человеку, как я, который приехал сюда первый раз. Спасибо. Афанасий, ну вот вы не в первый раз тут. Что поменялось? И тоже можете ли вы присоединиться к выводу коллеги о том, что потепление не так страшно? Ну, я скажу, что, если я не ошибаюсь, по-моему, это мой 7-й раз. Тоже хорошее такое число в Якутии. Смею сказать, что у меня, наверное, есть тут очень много друзей, и я возобновил эти контакты, и реально понял, что очень много такого дружественного и родного здесь есть для нас, западных европейцев, греков. Ну и не только, потому что я думаю, что выражаем в определенном смысле и мнение других коллег, журналистов, которые приехали. Я много чего видел в республике. Видно, что идут какие-то конкретные изменения, кое-где есть реально какое-то развитие. Но я честно скажу, что я удивился тем уровнем
учености. Я ни разу не был в университете. Я видел реальную такую активную молодежь, которая проявляет себя и в науке, и не только в науке. Но мне очень реально понравилось уровень организации самой конференции, выступления, за которыми следили, ученые, которые подключились не только из России, но и из других стран. И реально мне понравился такой научный подход к реальной проблеме, что такие изменения климатические есть, но очень хорошо, что здесь такой прагматичный, уверенный подход к этим вещам, без паники, без пропаганды какой-то, да, без коммерциализации этой науки. И это очень важно, что реально видим, что серьезные люди изучают эти вещи, эти проблемы, эти тенденции многие-многие годы, десятки лет, а скорее всего и века. И это происходит именно на этой земле. И для меня это абсолютно хорошая такая идеальная основа для того, чтобы дальше развивать сотрудничество с теми учеными, которые на этот раз по своим политическим соображениям или по запретам своих правительств не приехали. Но вот мы знаем, что готовился большой саммит, да, конференцию пришлось провести как бы немножко в суженном формате. Вот, и, конечно, зарубежное представительство не настолько велико. Но вот с вами приехали коллеги ведь из других стран тоже, да, причем не только из... Из Венгрии, из Турции, из Пакистана, из Индии. Там Китай точно были, из Америки были ученые, мы с ними тоже пообщались. Вьетнам. То есть, да. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или можно отправлять нам сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну и у вас сегодня была встреча с главой республики у иностранных журналистов. Вот опять же, Дмитрий в первый раз. Да, я хочу просто добавить очень важный фактор, что сказал мой коллега по поводу молодежи. Вот присутствие молодежи в эти дни, пока мы тут, это очень удивительно. Я, поверьте, побывал во многих разных регионах и России, и за рубежом в разных странах. Конечно, это все было в университете, но тем не менее уровень занятости, уровень движения самой молодежи, это для меня это было очень удивительно. Человека, который первый раз сюда приезжает. А второй, вот мы услышали сегодня пресс-конференция, которая была у главы Якутии, Республики Якутия. Я вам скажу, что я видел человека очень информированного, очень четко сказал свои мысли конкретно, и получили ответы все те мои коллеги, которые задавали вопросы. И данные, которые он нам давал, показывают, что Якутия это не какая-то экзотическая территория, где можно как-то на экстрим-туризм ехать и не более того. Когда он говорит, что ВВП в 2022 году на ВВП Якутия приходится на 15 место вместо 23, которое было год назад, или еще какие-то данные, что IT-технологии тут это занимает 9 место в Российской Федерации. Якутия, это, я думаю, что это дорогого стоит. Это не каждый регион России может похвастаться такими возможностями. Кроме того, конечно, что, как он нам сказал очень четко по поводу этих санкций, что святое место пусто не бывает, с точки зрения, что не придешь ты сюда, придут другие. Вот как раз он ответил вьетнамцу, который очень интересовался, как могут развиваться отношения между Вьетнамом и Якутией. Да, могут развиваться. Сейчас действительно мы находимся в таком перевернутом
как сказать, мире, который переворачивается перед нашими глазами, и несмотря на любые опасности, которые есть в глобальном уровне, тем не менее, Россия в целом и Якутия в частности, это регион, это страна, большая Россия, и Якутия это такой регион внутри России, который действительно может делать большие, даже не шаги, скажем так, вливаться вперед во многих отраслях и IT-технологий, и, конечно, вот самого главного богатства, которое есть в недрах этой земли. Но вот немножко объясним телезрителям, почему мы пригласили сегодня именно журналистов из Греции, а не из Индии или из Турции или из Вьетнама. Все-таки у нас давняя история. Якутской древняя Олимпия, столица Олимпиады побратимы, и вот Афанасий непосредственно в этой истории участвовал. Давайте вспомним. Да, давайте вспомним. Но я обычно шучу, вот с кем общаюсь, что у меня одна родина, конечно, это Греция, вторую родину уже можно считать Россию, потому что я столько лет проживаю, работаю, вот здесь учился. Но все-таки есть у меня вторая малая родина, и это точно Якутия, потому что, во-первых, тут очень много Афанасьев, по-моему, другого такого края в России, даже в мире навряд ли найдем. Ну, для меня это такое, как бы, ну, родство. Я реально чувствую и своих европейцев, с кем я приезжаю, я сюда приехал со многими другими гостями, я как-то стараюсь передать этот дух. Реально тут есть такой северный гостеприимный дух, который ну, не может не завладеть любого гостя. Короче, это я просто вспоминаю. Я приезжал, по-моему, первый раз, что ли, в Якутию. Это тоже по приглашению правительства. В рамках такой же пресс-конференции, как сегодня, мы были у Арсения Сергеевича. Ну, как-то кто-то из местного сообщества, из местных греков, ну, или друзей Греции, как-то пошел разговор, что вот есть какая-то задумка побратимства организовать с Якутска с каким-то островом греческим. Потому что были контакты, потому что люди ездили туда на каникулы, на отпуск. А я, увидев Айсех и ваши эти мероприятия массовые, я им сказал: ребята, ну, какой тут остров непонятный, неизвестный, вы же по объему, по масштабам, да, по мероприятию, вы должны стать побратимами именно с каким-то городом таким древним, с такими традициями, да, и вот первое, что пришло в голову, это именно древняя Олимпия. На следующий день вот это пошло, уже стали писать, на следующий день уже звонок из руководителя, можно ли реально осуществить. Я сам не знал, можно ли. Ну, знаете, когда совпадают ну, судьбы определенных людей, и это точно, конечно, тогда еще мэр Якутска Арсений Сергеевич, прекрасный посол Греции Михалис Спинелис, мы подарим ему эту запись, и люди, которые поддержали. Мы нашли способ, быстро написали письма, написали процедуры, и я думаю, что где-то в течение 6 месяцев все это осуществилось. И это не просто слова, это, вы знаете, люди приезжали туда, оттуда сюда. Вот там Сергей, по-моему, до сих пор стоит прямо перед мэрией. А самое главное, мне это запомнили, ну это в порядке шутки скажу, я никогда не забуду, что когда люди приезжали из России, чтобы зажечь факел для Олимпийских игр в Сочи, то есть в 2014 году, да, Якутия, вот прямо в мэрии Древней Олимпии, удивила и людей, и официальную делегацию людей из Сочи, потому что там уже выставляла свои богатства, и там огромная выставка
якутских промыслов и так далее. Да? И вот вообще, я помню господина Жукова, тогда еще зампредседателя правительства или во главе там, Олимпийского организационного комитета и так далее, он удивился, вот это короче, где будет Олимпиада? Да? Вот, где Олимпийские игры? В Якутии или в Сочи? Мы сказали, что извините, но вы опоздали. С Якутией мы знакомились раньше. Поэтому у них выставка и здесь. И я к тому, что если о чем-то таком невероятном подумать, можно осуществить. И почему нет? Я думаю, что поле для контактов только открывается, потому что как раз я чувствую, что сейчас мы переходим из этапа правительственных контактов, мы переходим в общественные дела, то есть уже востребована дипломатия граждан. Иначе, если поверить наших европейских руководителей, извините меня, но через некоторое время у нас будет мировая война. Их надо остановить. И это могут только граждане Европы такими способами, такими путями. Дружбой, развитием реальных человеческих отношений, созидая и создавая любые совместные проекты. Я сторонник такого выбора. А как вообще вот в Греции настроение? Потому что ну, мы тут говорим коллективный Запад, ЕС в целом, да, Греция тоже член ЕС. Вот как настроение среди людей и как настроение вот, у правительства? Ну, не знаю. Я одно слово скажу только и передам слово Диме. Знаете, картина совсем другая, чем в других странах. То есть в Греции реально 70-80% категорически во всех опросах высказываются против отправления оружия на фронты Украины. А зачем нам это нужно? Люди высказывают понимание позиции России, понимают, что это не просто так какая-то война вдруг началась в 22 году, что там глубокие корни, глубокая роль самих западных держав и Соединенных Штатов в первую очередь. Но я просто скажу, что я реально благодарен Владимиру Владимировичу, потому что он исправил 2-3 дня тому назад официальную позицию России. Россия вот, говорила в официальных текстах недружественные страны, а Владимир Владимирович объяснил, что нет недружественных стран, есть недружественные элиты и руководители, и правительства. И слава Богу, потому что с Грецией вот этот термин точно не подходит. В Греции есть дружественный народ, дружественная со всех сторон история, культура, которая нас соединяет, и недружественные действия конкретных политических деятелей. Да, действительно, есть вот это большой дисбаланс между официальной политической элитой и огромного количества процента людей в Греции, которые относятся к России, ну, к событиям на Украине относятся от нейтрального до ярко выраженного прорусского вот подхода. И это потому, что, как сказал мне последний собеседник в моей передаче телевизионной, что греки не могут забивать ни Югославию, ни Ирак, 2003 год, ни Афганистан, но в первую очередь Югославию, потому что это наши соседи, и потому что тогда 90% греков было против, но Греция страна-член НАТО, и как бы правительство держалось на уровне, что вынуждено было идти хвостом за НАТО, за решение НАТО. А вот сейчас еще покруче, в то время, когда все телеканалы, так называемые мейнстримовские, все газеты, все СМИ мейнстримовские с самого начала пошли и приняли ту позицию, которую давал то, что я говорю, Голливуд, информационный Голливуд, американский, английский, то есть западные, что фактически вот извращали события в самом начале. Вот на Украине там и Буча, и та девчонка, которая была беременная, там, и как бы страшные русские не ударили, чуть ли не погибла. И самое главное, извращение
когда там очень много греков, особенно на Азовском побережье, там это, и говорили так, что как будто русские бомбят, в том числе и русских там, и греков. Имея в виду, что греки за Украину, местные греки, те местные греки, которые туда приехали по приглашению Екатерины Великой в конце XVIII века, и они получили огромные территории, там, огромные возможности для того, чтобы именно потому, что они воевали вместе с русской армией против османского ига в Крымских войнах, которые были. Вот, поэтому греки все это понимают, и современные греки. Может, плохо некоторые знают историю, но все равно интуитивно изнутри. То, что есть во всей огромной территории, включая Украину, Беларусь и так далее, это для нас Россия, Русь, старая Русь. Поэтому это играло очень важную роль, и я думаю, что сейчас действительно и правильно, что есть вот этот дисбаланс между политической элитой и огромное количество, огромного процента народа Греции, которые выступают вот за Россию. Есть такие крайние, я бы сказал, которые говорят, не надо нейтрализовать НАТО, надо ее уничтожить. Ну, бывают такие, говорят такие, ну, пишут это в СМИ. Поэтому Россия, как бы то ни было в первое время, сейчас Россия начинает побеждать потихоньку, и в таких дебрях, не просто военных действий на полях сражения, но и на полях нашего с вами информационного сражения, где действительно в самом начале было это очень туго и очень сложно. Я хочу просто сказать, что абсолютно согласен, что НАТО – это машина войны. Нигде и никогда НАТО не приносил мир. Они приносили только конфликты, проблемы, захваты и так далее. То есть, если кто-то вспомнит и мне расскажет, куда и когда они приносили мир, я поздравлю. Знаете, я просто хотел сказать, что модно и в России, тоже и в Европе, и в мире использовать такие выражения, что мне стыдно, я извиняюсь. Знаете, я скажу, что мне реально стыдно за то, что европейское якобы демократическое правительство, якобы прогрессивное общественное мнение, да, не смогли, не нашли способ предотвратить такую войну, такой конфликт, приостановить возможные причины и предложить какой-то мирный, нормальный компромисс, чтобы все люди, в первую очередь люди Донбасса, вот абсолютно прав Дима, да, то есть я там бывал много раз, я с этими людьми знаком, я понимаю, представляю, и, скорее всего, я пишу и мыслю через этот народ. То есть местные жители Донбасса, среди которых очень много греков, которые... Мариуполь вообще греческое и название вообще греческое, и Крым вообще столько лет было греческим, да. И очень жалко, что этих людей мы, европейцы, не слушали, когда можно было предотвратить этот конфликт, а наоборот мы их обманывали вместе со всей как бы Россией и руководством. Поэтому мне реально стыдно, и я могу, настолько мы можем просить реально извинения за то, что мы не смогли, граждане Европы, предотвратить этот конфликт. И реально вот в этой истории сейчас страдаем все вместе. А мы, может быть, пострадаем еще больше. И никто не знает, куда это приведет. То есть, а когда можно было предотвратить этот конфликт? В 2014 году вы имеете в виду? Нет, я думаю, что реальные демократические силы, реальные прогрессивные ученые, интеллигенты могли бы предотвратить это гораздо раньше. Потому что это, конечно, вот то, что произошло, это же не первый Майдан в Украине. То есть это не в 2014 году началась травля народа нацистскими и националистическими такими лозунгами. Вот все эти высказывания... я был в 2021 году в Киеве, и через некоторое время, если ты с какими-то особенно молодыми людьми поговаривал, общался,
если ты как бы немножко в чем-то что-то возражал, что, может быть, ребята, может, вы не так, может, вы выбираете самую крайнюю точку зрения, да, может, не так надо объяснять вещи. В итоге разговор заканчивался к тому, что и ты тоже москаль. Я объяснял, что, ребята, я не могу быть москалем. никак не москаль. Я как-то никак, да, я грек, я никак не связан с Россией, я не славянин, это вы же славяне, вы же братья. Нет, нет, мы не братья, мы такие, мы сякие. Но тогда еще была, конечно, другая масса людей, не такой огромный народ, эти националисты, эти неонацисты. Ну, вы понимаете, это, к сожалению, таким образом работают спецслужбы наши западные, этих основных стран, Соединенных Штатов, Великобритании и многих еще, которые травят, нас тоже затравили. Вот греков, у нас тоже гражданская война именно по вине Великобритании после Второй мировой войны. И мы это все прекрасно понимаем. У нас вообще вся Греция напичкана американскими базами. То есть они приходят к нам не по доброте, да, не к добру, а только к худшему. Поэтому вот в чем разница греков, да, в чем-то. То есть у нас есть определенный горький опыт. И поэтому мы пытались как-то пообщаться с людьми, у которых нет такого опыта. Они сразу, видимо, не знаю, их готовили. Давно готовили. И я боюсь, что это, конечно, происходило до 2014 года. Готовилось давно. А просто после 2014, ну, реально, они стали реальной властью на Украине. И сейчас вообще неконтролируемое все. Кривить душой не надо. Это все результат распада Советского Союза. Это ясно. Во-первых, это в 91 году оказалась какая-то советская, ну, уже не советская Украина, которая вообще в этих границах никогда не существовала. Это первое и очень важное. Потом я помню фразу, которую сказал недавно Владимир Путин. Мы бы хотели, чтобы была Украина нейтральная, дружественная, демократическая и так далее. Но не получилось. А получилось то, что он правильно говорит, получился проект «Ади Россия». Вот это «Ади Россия», правильно говорят, это даже не в 2014 году все это началось, это гораздо раньше. В 2004 году так называемая апельсиновая или померанчевая революция, как они кричали тогда и думали, что все это так просто и всего. В 2014 году делали уникальное явление, 3 выбора, первый, второй тур, и потом пошли и на перевыборы второго тура, то есть на третий, до тех пор, пока не победил тот, который должен был побеждать по отношению того, который хотели американцы. А потом, когда Янукович переизбирался в 2010 году, ему не дали в 2014 году, он согласился с ними. Какой бы ни был Янукович, он согласился пойти на досрочные выборы, но ему не дали через полгода пойти на выборы, а через сутки, 22 февраля, они делали кровавый переворот. Кровавый абсолютно переворот в 2014 году. Поэтому 2014 год это не начало, но это начало полного переворота, превращения Украины в такое государство, которое, ну, не государство, а такое образование, которое мы видим сегодня. Нацистское, антироссийское, провокаторское и, главное, вот эта опора коллективная НАТО против России. Это в Греции есть осознание у многих людей и у многих аналитиков, есть осознание того, что я сейчас говорил, поэтому не так легко проходит вот это оболванивание людей, как проходит в других странах Европы. Но как бы официальная точка, ну, официальные средства мейнстримные, вы сказали, они вот Да, пропагандируют, конечно. естественно. Конечно, То есть да. вы оппозиционеры, по сути, получается. Ну, как сказать, я работаю в мейнстримовском телевидении. Когда все началось, то есть в феврале и в марте, у меня эфир был большой, длинный, то есть несколько часов в день, потому что, ну, естественно, я самый, как бы, для них большой специалист по этой территории. Я, в конце концов, понимаю их язык. А вот те корреспонденты, которые были туда направлены, ну, абсолютно не знают языка, да, то есть я очень сильно спорил об этом. Имеется в виду в Киев со Да, стороны. которые поехали в Киев, да. И, то есть это люди, которые работают с помощью какого-то переводчика. Люди вокруг говорят совсем другое им, а всегда вот переводчик может переводить как угодно.
Тем более, если он предоставлен. Тем более, да. И были несколько таких случаев, да, реальной дезинформации. Мы немного старались объяснить это все. Ну, сейчас в итоге, конечно, мое время в эфире, конечно, сократили. То есть не так много и долго можно говорить. Но все равно эти наши несколько минут в день по сравнению с той дурацкой массовой пропагандой, которая идет с той стороны, слава богу, для греков это не работает. Вот эта оголтелая пропаганда геббельского типа, да, что вот рассказывая как можно больше вранья и хуже описывая ситуацию, ну, греки, слава богу, есть у нас антитела, да, то есть как-то мы можем реагировать на такую дезинформацию. И, к сожалению, опять скажу, да, мы не можем реально повлиять на решение наших европейских правительств. Потому что, в принципе, это не только Греция. Вот у нас венгерский коллега, да, это и Венгрия, это и Словакия, это и несколько европейских стран. Я в Донбассе встречал 5-10 разных СМИ из Франции. Это хвала французской демократии, честь и хвала им. То есть реально они описывали во многом объективнее, что происходило. Я встречал американцев, итальянцев. Представляете, я думаю, что и в Америке, я почти уверен, что и в самой Америке, если уж не в самой Германии, большинство людей как бы против такого непонятного объединения НАТО против России. Потому что, во-первых, они все поняли, что даже такое объединение против России не может быть связано с данной ситуацией на Украине. Это же готовилось тоже давно. Многие мне говорят, столько русофобии, да, как ожидать? Где-то это все подготавливалось, и, наверное, это подготавливалось где-то у кого-то веками, и при первом поводе это все выплескивается, но то, что видим сейчас, это реальный макартизм, это реальное старание запретить чужой голос, чужой альтернатив, любое альтернативное мнение. Вы представляете, если мы в миротворце, то есть за нами типа охотятся националисты украинские, а там же тоже Киссинджер, Папа Римский, не знаю, что, Элон Маск, еще кто-то, да, любой человек, кто просто высказал какое-то альтернативное мнение. Если это демократия, тогда извините, мы тогда оригинал, права на это слово, как греки, давайте отнимаем. То есть нет такой демократии. Я думаю, что есть определенная вина и России тут, потому что я помню прекрасно то, что называется: если гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот, куда смотрели в 92-м, 95-м, 2000 годах, в 2004 году? Куда смотрели? Не видели ли, что никакая Украина, так называемая расцветная, демократическая, тем более нейтральная, не идет? Неужели не было видно, когда создавали это ГУАМ, потом ГУАМ, потом ГУМ и так далее, это Грузия, Молдавия, Украина, даже Узбекистан когда-то взяли. И второе, это восточное партнерство. Там, где Янукович в ноябре 2013 года сказал, что я не могу идти на подписание ассоциации с Евросоюзом, потому что у меня есть свободный рынок с Россией. То есть это любое барахло из Европы, бесплатно вез сюда, а потом дальше в Россию, без налогов, без ничего. Это умные эти люди как-то считают в Европе. Умные в кавычках, что другие как-то дураки. Это все было ясно давно, и все было на основе книги Бжезинского, Збигнев Бжезинский, теоретик американской теории, который называл это великая шахматная доска. Россия с Украиной – это великая держава, Россия без Украины – это верхняя волта с ядерным оружием. Это его описание. А что это означало? Означало, что Украину надо урвать из России. И они стараются до сих пор, американцы, показать,
что Украина это отдельное государство. Да, это отдельное государство было, но на основе чего? Кстати, кто это признал в ООН? Просто распад Советского Союза, а в ООН никаких решений, никакая Беларусь, никакая Украина, Грузия и так далее, и так далее. Все как бы как данность получилось, но никакого решения не было. Поэтому, когда они бомбили Югославию, когда они уничтожали Ирак, когда они уничтожали Афганистан, Йемен там и все, они могли бы это сделать. Вот я читал, помню сейчас, покойная Мадлен Олбрайт, она говорила, что нет, не может быть нигде на земном шаре решения без нашего участия. И они сейчас, она умерла давно, но они сейчас играют пока так. То есть Си Цзиньпин в Москве, вот в эти дни, когда мы тут, он говорил, что есть программа, давайте пойдем поговорим, чтобы как-то закончить эту войну, американцы не идут. Кто знает, как бы пошли и украинцы, но если бы были настоящими украинцами, тогда они бы пошли. Но те, которые там сидят, это не украинцы. И не важно, какая национальность там, важно, что они преступники украинского народа. Они бросают людей туда, чтобы они погибали, для того, чтобы как-то удержаться. Англичане в этом, они открытые, реалисты, сволочи неимоверные, которые говорят, мы вам предлагаем эту программу, но там будут погибать люди. Но мы-то не берем решения, не принимаем решения, вы принимаете. То есть это ваши люди будут погибать там, не наши люди будут погибать. И эти идиоты все это делают и погибают каждый день там столько людей. Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, время эфира уже подошло к концу, но, по крайней мере, меня вот очень порадовало, что вы сказали, что настроение у обычных людей, да, в Греции все-таки остаются понимающие люди. Вот была такая надежда, зная греков, да, вот, но Ну и в других странах. Я уверен, что и во многих других странах. Да, сейчас пойдет все это. Поменяется все-таки что-то. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.